В Ордоне прошел пикет против местной власти. Жители требовали отставки главы района Тамерлана Гусова. По словам людей, за последнее время в районе не происходит никаких положительных изменений. На недовольство местных жителей реакции не было. В итоге дело дошло до массового митинга. Или же вы просите отставки его, или же вы даете ему возможность стать лучше, и все. Пускай он что-то сделает для народа. Нет, пускай он уйдет и выше куда-нибудь, но не в Орду. В течение 4 часов более 1000 возмущенных жителей Ордона требовали отставки главы района. Народ недоволен платным медобслуживанием. Состояние дорог также оставляет желать лучшего. Кроме того, в районе нет рабочих мест для молодежи. Вопросы вызывает и деятельность местного спиртзавода. В Ордоне нет порядка, нет хозяина. Когда хозяина нет, то порядка никогда не будет. Должен один хозяин быть объективный, тот, за которого душа болит. А не так, вот моя душа болит за свою. Нет, так нет. В Ордоне нет порядка. Его никогда и не будет, пока не будет нормальный хозяин, порядка не будет. А нормальные хозяева нам не достаются. На вопросы граждан отвечал мэр Ордона Артур Маргиев и глава администрации района Владислав Марзаев. Однако жители требовали появления самого Тамерлана Гусова. Спустя 2 часа он все же вышел из здания администрации. Люди приходят, становятся рядом и говорят: мне реши, мне реши, мне реши, мне реши. И в итоге, в смысле, время уходит и оперативно решать вопрос не могут. Вот для этого вот это сделано, что если у нас как бы наши сотрудники есть, и если они вовремя не делают установленные законом сроки, тогда к ним тоже применяются определенные санкции. Чтобы вот этих нюансов не было, это наоборот делается для того, чтобы быстрее и эффективнее все решалось. В ходе дискуссии глава района все же не стал скрывать, что между ним и Гусовым рабочие отношения не складываются. У нас не получается в дальнейшем такая работа. Мы не можем с вами созвониться. Мы не можем в кабинет сесть и обговорить без присутствующих, как нам дальше работать. Я вам обещаю, вот в таких нормальных условиях мы с вами, вот если вы поймете, я вам обещаю, как младшего своего, я вас берегу. Может, вы думаете, что я вас где-то подставил, что я вам говорю, с первого дня говорил, я вас берегу как младшего брата, готов быть рядом с вами в любых делах, где бы ни было. Но для этого нужно ваше согласие, ваше понимание, ваше желание быть не просто со мной, быть с народом. Кроме того, по словам жителей, попасть к главе района практически невозможно. Пикетчики требовали наладить диалог между властью и народом. Давайте зададим вопрос этим людям, что они будут делать с сегодняшнего дня, чтобы немножко в нашем городе что-то поменялось. А сейчас конкретный вопрос по его работе. Это его функция, это его должность. Он знает свою работу, я думаю, раз он там сидит. Пускай работает, что хочет делать, но лишь бы в Ордоне что-то менялось. В свою очередь, глава Ордонского района пообещал наладить рабочие отношения со своими сотрудниками и решить все зависящие от него вопросы. Здесь, если есть какая-то проблема по прозрачности, с этим мы разберемся, решим, чтобы для населения было более прозрачно. Механизмы решения вопросов, может быть, да, в этом моменте есть недоработка, что до населения планы в нужном объеме, может, не доводятся. Сейчас этот момент мы устраним. Участники митинга определили одного человека, который в ближайшее время будет присутствовать на всех совещаниях, проводимых администрацией Ордонского района. Он будет сообщать народу о решениях, которые принимают местные власти. Рая Дзантьева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.